Ассаламу алейкум, добрый день. Сегодня 27 октября 2020 года. Мы находимся в городе Берлине перед зданием суда, где проходит суд над русским террористом Вадимом Красиковым. Сегодня были допрошены 3 свидетеля, одна женщина и 2 мужчин, которые непосредственно видели совершение преступления, убийства, подло, как и полагается террористам, в спину был выстрел. После этого были еще выстрелы, когда уже лежащего на земле Зелимхана Хангашвили русский террорист убил. Попытался скрыться. Сегодняшние показания свидетелей были идентичны, похожи, все одинаково признали, что он был в парике, пистолет длинный, с глушителем, видимо, сумка, ну все описание описывается, все описания свидетелей совпадают, они аналогичны друг другу. Завтра будет еще допрос 2 свидетелей, или даже 3 свидетелей, кажется, 3 свидетелей. И в принципе отвертеться русскому террористу вряд ли удастся. И мы будем надеяться, что русские не захватят в России какого-нибудь гражданина Германии, обвинив его по надуманному какому-нибудь обвинению, и для того, чтобы обменять на своего террориста, как обычно они это делают. В принципе, все. Суд проходит при большом скоплении полиции, очень усиленные меры безопасности. Суд проходит в отдельном крыле, где обычно проходят такие особо тяжкие, особо важные дела, которые рассматриваются. В принципе, пока все, пока на этом все. Будем смотреть дальше. Шансов отвертеться нет ни у кого. Судьи, адвокаты обвиняемого в принципе такую пассивную роль занимают, потому что нечего вообще для защиты, нет практически вообще никаких фактов, аргументов, чтобы как-то оправдать, потому что преступник пойман с поличным практически на месте преступления. На этом все. Завтра, да Аллах, мы еще сообщим, как протекает суд. Всего хорошего.